чеченская элита на рубеже 93-94 года утратила тот уникальный исторический шанс, который ей был подарен судьбой или, можно сказать, Аллахом. Да? Посмотрите на начало 90-х годов. Чеченский этнос являлся самым пассионарным, самым организованным, самым романтизированным и самым перспективным этносом на территории не только Российской Федерации, а всего бывшего СССР. Этнос обладал огромной пассионарной возможностью. А ведь тогда не было ни «Газпрома», ни «Роснефти», да, значит, ни «Норникеля», ни «Сибнефти» и так далее. И фактически, так сказать, если бы в тот момент пассионарный этнос вписался бы в общую структуру государственного и политического управления страны, его влияние на современном пространстве не только бывшего СССР, но и Восточной Европы было совершенно другим. И вот в этих удивительных условиях, вы представляете, вместо того, чтобы делить-то, да, все богатство бывшего СССР, ребята взялись делить Урус-Мархан с Очкой-Мартан. И вот на рубеже 94-го годов, да, вот эта их политика, она, безусловно, уже привела Ичкерию в тупик. Это уже было очевидно